Управляющий партнер Казахстанской лиги юристов, адвокат Жангелды Сулейманов считает, что граждане сами вправе распоряжаться своими пенсионными накоплениями. Из нашей зарплаты удерживается 10% обязательных пенсионных взносов, которые перечисляются в единый накопительный пенсионный фонд на наши индивидуальные пенсионные счета. И поэтому собственниками накоплений являемся мы сами, просто мы временно храним свои деньги на счетах, которые распоряжаются именно свое усмотрение, инвестируя наши деньги в банки на депозиты и в казахстанские и иностранные ценные бумаги. Таким образом, наши накопления не находятся на наших индивидуальных пенсионных счетах, а крутятся в других компаниях. Мы считаем неверным, что нашими пенсионными накоплениями распоряжаются другие люди, а именно несколько человек из Совета по управлению пенсионными активами, которые принимают решения об инвестировании наших пенсионных накоплений. Очень получается интересная ситуация с размещением наших денег на депозитах в банках. Банки же эти наши деньги предоставляют нам же в кредит под 100% годовых. То есть наши же деньги мы берем у банков в кредит и возвращаем банку в двойном размере. Зачем нужен банк как посредник, наживающийся на нас? Не лучше ли внести изменения в закон, разрешающий выдачу нам в кредит наших же пенсионных накоплений? При этом срок выдачи кредита можно установить в 1 год, а ставку вознаграждения в размере не более 1% годовых. То есть если у гражданина имеются пенсионные накопления в сумме 2 миллиона тенге, то он может получить эту сумму в кредит сроком на 1 год и уплатить за пользование всего лишь 20 тысяч тенге. То есть, наши же деньги мы берем у банков в кредит и возвращаем банку в двойном размере. Зачем нужен банк как посредник, наживающийся на нас? По его словам, предложение основывается на том, что через 10, 20 или 30 лет пенсионные накопления обесценятся так, что может и не принесут вообще никакой пользы. Уже сейчас в результате постоянной инфляции и 2 девальваций, накопления казахстанцев обесценились минимум в 3-4 раза. Также нужно учитывать, что многие мужчины и женщины не доживают до пенсионного возраста и уже не смогут воспользоваться своими пенсионными накоплениями, и наше предложение позволит при жизни таких людей принести им пользу от пенсионных накоплений. Еще есть опасения, что в результате неудачных инвестиций наших накоплений, они будут потеряны. Для реализации этого предложения достаточно создать кредитную организацию, которая и будет выдавать кредиты вкладчикам пенсионных взносов. Конечно, нужно будет решить вопросы обеспеченности возврата кредитов, но думаем, что это не проблема, и при должном регулировании все кредиты будут возвращаться. Чтобы определить отношение общества к нашему предложению, достаточно провести опрос путем использования электронной цифровой подписи на портале электронного правительства, и если за такое предложение проголосует 100 тысяч человек, то, думаю, оно должно быть реализовано. Ранее депутаты Мажилиса высказали обеспокоенность тем, что пенсионными накоплениями казахстанцев сейчас управляет Нацбанк. И он начал активно вкладывать данные активы в покупку банковских облигаций и в банковские депозиты.